Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин из столицы Якутии, города Якутска. Я нахожусь на ежегодной 5-й ярмарке недвижимости Якутии. Сегодня здесь собрались все компании, крупные и надежные компании по рынку недвижимости. От квартир до частных домов они предлагают свои услуги, и мы вкратце дадим обзор, что же здесь происходит. Прямо у входа компания «Высота». Это у нас жилой комплекс на улице Притузова в городе Якутске. Сдача второй очереди. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, можно узнать, что вот сегодня предлагает компания «Высота»? Добрый день. Сегодня и завтра мы участвуем в ярмарке недвижимости. На данный момент мы реализуем два проекта. Первый проект находится по улице Притузовой, это многоквартирный дом, подъезд на 115 квартир. И второй объект недвижимости, который стартовали мы сегодня, это многоквартирный дом по улице Винокурова с центральным отоплением. То есть в наличии доступны двухкомнатные квартиры и квартиры-студии. В доме по Притузово это индивидуальное поквартирное газовое отопление, предчистовая отделка во всех квартирах и доступны к продаже тоже. Но там нет студий, двух-трехкомнатные квартиры. Все квартиры можно приобрести как за наличный расчет, как перечислением, так и в рамках ипотеки, благодаря программам классической ипотеки, может быть, каким-то федеральным, каким-то дальносрочной ипотекой, семейной ипотекой с поддержкой и так далее. Аккредитацию имеем Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк. Спасибо. Можно еще вопрос, да? Вот этот дом у нас на Притузово, правильно? Да? Да. И средняя цена, меня просили узнать, минимальная цена сегодня квартиры самой небольшой. Самая минимальная квартира в доме по Притузово в 4-й очереди. Там квадратура у нее 36,3 квадратных метра. Она двухкомнатная, да? Однокомнатная квартира. Однокомнатная 36 квадратов. 36 квадратов, однокомнатная квартира. Ее стоимость начинается от 5 миллионов 945 тысяч. То есть здесь выше, там в зависимости от этажности и общей площади. Разница от этажности, она небольшая, выше или ниже, я имею в виду. Все верно. То есть выбираешь и все, и берешь или за деньги, или через ипотеку, да? Да. Перечислением или по ипотеке. Все верно. И этот дом находится прямо в центре, это район Сайсары? Да, это район Сайсар, то есть если так объяснить, то это начало улицы Чайковского. То есть от магазина у Виктора там буквально 3-5 минут ходьбы пешком. И остальное там очень хорошая развитая инфраструктура. Рядом находится детский сад Кескиль государственный, детский сад Ивушка, частные детские сады, 20-я школа. То есть транспортная развязка именно... Там много автобусов ходит, да? Да, городская развязка именно маршрутная, она очень хорошая. Со всех сторон много автобусов, то есть это не тупиковая какая-то зона. В любую часть города можно быстро добраться на многих автобусах. И там центральное отопление или газовое? В доме на Притузово, 4-й очередь, газовое индивидуальное поквартирное отопление. То есть это когда вы сами регулируете теплоту в вашей квартире. Если, скажем, сейчас на улице становится тепло, вы убавляете и, соответственно, меньше переплачиваете за отопление. Когда становится холодно, добавляете. А котел находится, или это управление чисто по квартире? Котел где-то в другом месте или прямо в квартире? Прямо в квартире находится. Прямо в квартире? Индивидуальное поквартирное отопление, так называется, да. То есть там все просто, там достаточно нажать несколько кнопок и увеличить или уменьшить отопление и в квартире создать комфортную для себя температуру. Это ваша компания недавно, на 8 марта, женщин подарки делала, да, по муниципальной программе? Да, у нас наша компания тоже занимается расселением граждан из аварийного ветхого жилья за счет частных средств.
совместно с окружной администрацией. И действительно, несколько выдачи ключей по муниципальным квартирам прошло, и это событие мы приурочили к Международному дню женскому дню 8 марта. Совместно с окружной администрацией и представителями нашей компании были вручены ключи, памятные какие-то подарки женщине на 8 марта. И уже жители Сайсар спросили, вы один из главных застройщиков, так скажем, да, района Сайсар, могут ли они подходить к вам в офис, куда, если сюда не подойдут? Вообще, Хотя да. 2 дня мы здесь будем, вы здесь будете. Сегодня и завтра находимся мы здесь. Так вообще в планах у нашей компании развитие именно Сайсарского округа. Да, если есть частные обращения, которые интересуют, хотели бы поинтересоваться, когда там планируется какое строительство, можно обращаться в нашу компанию. Наш офис находится на Лонгиного 22 этаж. И все консультации получить уже там непосредственно в офисе и узнать о дальнейших планах развития нашей компании и округа Сайсар. Огромное спасибо. Сейчас мы посмотрим, какие компании еще существуют, здесь находятся. Правовой центр недвижимости. Триумф Инвест. Видите, сколько уже жителей, горожан получают консультации. Это, я так понимаю, частная застройка, да? На любой вкус. Здравствуйте, не подскажете, правильно я назвал фирму Туйгун Строй. Вы занимаетесь какой застройкой? Частное строительство, малоэтажное. И наиболее спрос у жителей какой сейчас? В основном сразу просят брусовые дома. Но мы хотим их перенаправить на более правильные дома. Но минус 50 брусовый дом, сами понимаете, трескается, трескается. Да. То есть вот это как получается, вот я смотрю ваш аспект, что наиболее правильное перенаправить жителей и горожан города Якутска? На блочные дома. На блочные дома? Блочные, правильно укрепленные дома. Раз. Добрый день, уважаемые участники и наши гости, которые пришли на уже 5-ю ежегодную ярмарку недвижимости. Надо похлопать. Меня зовут Назаров Аркадий, я основатель сайта «Строй Якутск». Это портал для недвижимости, для строительных компаний, где есть все новостройки города Якутска, также все надежные строительные компании нашей Якутии. Также мы являемся организаторами вот этих ежегодных ярмарок недвижимости. И в этом году мы являемся соорганизаторами первого форума такого формата именно индивидуального жилищного строительства. Мы делаем этот форум, чтобы у нас индустрия именно индивидуального жилищного строительства вышла на новый уровень, чтобы какие-то новые технологии пошли, чтобы у нас перспективы именно комплексной застройки, как development именно в частном секторе. Также мы в рамках всех этих мероприятий, у нас форум вчера закончился, в рамках всех этих мероприятий проводим, уже будет каждый год проводиться такая премия «Лучший проект именно частного дома». И вот совместно с мастером, якутским мастером Мандемян Ус и Ильян Павловым мы сделали вот такую замечательную, красивую статуэтку. Здесь заложена очень большая смысловая нагрузка. Это тут древняя архитектура, архитектурная символика и наши церкви. Премия называется «Кут». Кут — это, если по-якутски, это дух, у всего есть дух, это джепта, если говорить так.
в рамках этих мероприятий я хочу вот всем участникам, да, и гостям сказать, вот такая ярмарка уже будет проходить каждый год. Каждую весну мы будем проводить такие ярмарки, больше акцентированные на индивидуальное строительство. А осенью будем проводить такие мероприятия уже по многоквартирным домам, ну, больше акцентированно. Конечно, будут принимать участие все, которые в этой сфере находятся. Я сейчас хотел немножко презентовать сайт. Выглядит он так, называется строй-якутск.ру. Тут можно посмотреть вот все новостройки, вкладка новостройки, если нажать. У нас вот находятся все новостройки, которые в городе у нас строятся. Их порядка сейчас уже становится, по-моему, 30. Еще планируется до лета, наверное, стартанет еще 5 новых домов. Здесь можно посмотреть планировки, цены. Сразу можно там какую-нибудь квартиру выбрать. Можно какую-нибудь квартиру выбрать, там посчитать сразу ежемесячный платеж, можно посмотреть на какую-нибудь квартиру. Вот как пример покажу, вот внизу, да, вот внизу, если спускаться, вот тут можно выбрать программу по ипотеке, можно выбрать ежемесячный платеж, то есть здесь сразу выходят ежемесячные расходы человека, если вы покупаете эту квартиру. Но самая основная фишка по новостройкам, в принципе, много конкурентов, это Домклик, ЦИАН, но основная фишка нашего сайта это вот строители. Здесь мы именно добавляем все надежных строительных компаний, которые работают у нас по Якутии, не только в городе Якутске, и можно из Сулусов сюда можете добавляться. Если какая-то компания не нашла себя в этом сайте, можете обратиться по номеру, который указан на сайте, и добавиться на этот сайт. Также мы большой акцент сделали именно на проекты. Почему проекты? Я уже с 2012 года работаю в сфере недвижимости и консультируя клиентов, которые хотят строить дом, я понял, что люди в большинстве случаев не знают, какой дом они хотят построить, и не ориентируются, сколько она будет стоить. И это хорошая возможность для строительных компаний, для проектировщиков, чтобы какие-то смелые новые проекты через этот сайт продвигать, чтобы люди узнали, что можно строить, оказывается, по таким технологиям, и что они не так, оказывается, дорого стоят. Здесь сумма указана уже под ключ. Ну, под ключ имеется в виду полностью, чтобы зашел и живешь. То есть со всеми коммуникациями, со всеми необходимыми. Опять же, есть калькулятор, то есть можно уже посчитать, сколько будет ежемесячный платеж. И можно сразу подать заявку. Также можно, здесь есть вкладка ипотеки, где можно выбрать тоже вообще посчитать ипотеку, какие программы на сегодняшний день есть. И также у нас заключен с окружной администрацией соглашение. Мы выступаем как информационные партнеры по торгам, аукцион, которые выставляет окружная администрацию на торги. Поэтому вы можете туда зайти, тоже подать заявку на аукционы. У нас в прошлом году успешно такая сделка состоялась по МКДшному дому, по Вилюйскому тракту. В этом году, внимание застройщиков, да, в этом году выйдет еще 5 участков по многоквартирным домам. Поэтому заходите на сайт, следите, возможно, вы сможете взять участок и построить многоквартирный дом. Вот, кратко так. Насчет форума, да, у нас в форуме прошли, 2 темы обсуждали в основном. Это какие технологии у нас на сегодняшний день в Якутске существуют, какое производство есть. Мы это обсуждали, было обсуждение, пленарные сессии, какие технологии имеют место быть в Якутии, какие качественные, какие пожаробезопасные. Также мы обсуждали вопрос по комплексному развитию, то есть именно подход к строительству, как именно к комплексному проекту, чтобы не было вот точечных застроек,
чтобы не каждый не хотел там вот профлисты, это некрасивые заборы ставили, а была какая-то единая стилистика, чтобы в этом микрорайонах уютно и удобно было жить. Потому что, ну, я считаю это правильным, и мы должны стремиться к этому. И хотел бы вот пригласить на сцену одного из таких, мне кажется, таких прорывных мега-мозгов, да, человек, который совсем думает на другом уровне. Это директор автономного некоммерческой организации «Индустрия будущего». Он сейчас по программе агломерации в селе Магарас строит, ну я как называю, село будущего. Там прям очень все такое технологичное. Прошу, Иван, встречайте, Степанов Иван Васильевич. Здравствуйте, здравствуйте. Еще раз привет, Аркадий. Как дела? Отлично. Нормальная ярмарка идет, да? Люди, присутствующие в этом пространстве. Как ваши дела? Предприниматели, бизнесмены, строители, проектанты, архитекторы. Как ваши дела? Нормально? Молодцы. Главное, чтобы бизнес процветал. Главное, чтобы вы зарабатывали и платили деньги своим людям, которые вам помогают создавать бизнес, вашей команде. Ну и, конечно же, те люди, которые хотят себе построить очень, ну, как бы, важный для себя, для жизни, ну, как бы, хочу сформулировать, не просто сказать дом, а место, где они проводят очень много, ну, как бы, своего времени. Мы же люди как делаем, да? Первое место – это дом. Человек, где отдыхает, спит, моется, кушает, готовит. Там семья, там дети. А второе место – это работа. Да? Каждый день мы идем на работу. Но кто-то, может, и не работает. Может, дома, как домохозяйка, да? Это нормально. Есть люди, которые живут, ну, как бы, все время находятся в своем доме, оттуда они там и живут, там и работают. По идее, как бы, мы через это, можно сказать, все прошли. Был такой опыт в 2020 году особенно. И вы знаете, мы привыкли определенным образом жить. Согласны, да? Вот. Есть определенный сценарий жизни. Есть определенное поведение. Есть привычки, есть потребности. И вот это все очень сильно меняется, и это к нам приходит. Оно где-то уже поменялось. В центральной части России, в больших городах, за рубежом. И понимая это, мы создаем, скажу вам по секрету, вообще новую жизнь, которая основывается на новом укладе жизни. Вы знаете, мы живем по определенным канонам, мы живем в определенной парадигме. Все, кто здесь находится, те, кто предлагает, те, кто хотят себе что-то построить, у всех определенное мировоззрение. Это называется парадигма. Мы привыкли определенным образом жить. И сейчас мир меняется, и в связи с этим мы предлагаем другую парадигму вообще жизни. Возможно воспринять, возможно услышать. Это как бы, вот, как бы голосом, когда говорят, невозможно понять. Но мы работаем над тем, чтобы люди, независимо строитель, либо человек, который хочет себе построить и жить в этом доме, они это поняли. И Аркадий говорил про так называемый проект «Микрополис». Можно сказать, это село будущего, но мы больше это позиционируем как поселение нового типа. И над ним мы работаем не первый год. Можно дальше крутить. И на форуме мы много тоже об этом говорили. На форуме развития индустрии индивидуального домостроительства и комплексной застройки ЖС. Вот мы привыкли, смотрите, вот есть город Якутск, можно дальше?
Дальше. Сейчас, да, красивые картинки. Вот давайте мы картинку покажем. Дальше, 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 дальше и дальше, дальше, дальше. Все, стоп. Спасибо за внимание, на этом у меня не все. В общем, продолжаем. Вот это хорошая картинка, это видение, это попытка показать, какие может быть комплексная застройка. В первую очередь ИЖС, но здесь трехэтажные тоже дома есть. Это некая, в кавычках, мечта. Мы знаем, что все это непросто, это стоит дорого. Много нюансов и вопросов есть, но тем не менее, мы должны выйти за границы того, что мы привыкли видеть и понимать. Поэтому микрополис – это попытка показать, каким образом улучшить нашу жизнь. Жизнь каждого человека, независимо кем, где, как он работает. Он всегда приходит к себе в дом. Он находится в той среде, где заборы, крыши, ворота и прочее. И это все среда нашего обитания. И она должна быть очень комфортабельная. Она должна быть очень продуманная, очень красивая. И вот примерно об этом. Мы хотели бы, чтобы люди, которые строят отдельные дома, люди, которые застраивают отдельные кварталы, микрорайоны, они как бы, ну не сказать, что еще развились. Конечно, развитие идет, но тем не менее мы как бы хотим сделать вклад. И если кто знает, кто не знает, микрополис примерно про это. То есть это вот взгляд со стороны. Ну и, собственно, когда, смотрите, я вот сейчас несколько моментов скажу. Вам нормально интересно, да, я то, что рассказываю? Слишком долго рассказываю. А то мне сказали, Иван, там надо четко, быстро, а то люди тут по своим делам пришли. В общем, смотрите, есть у нас городской округ Якутск. В основном вот за центром города частный сектор. Там в сторону автодорожки, в сторону Сергеляха, в сторону Новопортовской, Хатынь-Вырязкое шоссе, в сторону Намского тракта, по Намскому тракту, по Мирюйскому тракту. Там везде есть жилые дома. Там есть частный сектор. И вот как вы к нему относитесь? Нравится ли вам это? Как люди строят свои дома? Какие заборы они ставят? Насколько там дорога хорошая, скажем, или нет? Пыльно, не пыльно? Черт возьми, друзья, на самом деле это очень примитивно. Я не критикую, но я говорю, как есть. Это вот мнение, наверное, со стороны людей, которые занимаются вот прогрессивными вещами. И мы хотим поменять. И мы хотели бы, чтобы... Не то, что мы хотели бы, просто нам, всем людям, которые все это делают, люди, которые живут в них, люди, которые проезжают через эти дома, участки, они были еще выше, на другом уровне. Я думаю, что через какое-то время мы это увидим постепенно, да, к этому придем. Конечно, задача эта вся непростая. Очень много коттеджных поселков проваливается. Я, например, сам лично в одном из них позапрошлом году купил, дальневосточную ипотеку взял, построились. Все как бы нюансы вот эти я испытал. Я покупал картинку, я покупал среду, место, но этого не случилось. И это очень сложно, я понимаю это все. Но тем не менее мы должны стремиться, мы должны выходить за рамки, мы привыкли строить по-простому. Конечно, денежный вопрос здесь решает, бюджет. Да главное построить дом, крыша есть, окна, двери есть, можно отделку не делать, по-быстрому построить, заселиться, заехать, это классно, это так тоже можно. Но тем не менее нам нужно дальше идти, развиваться и развивать, влиять на то, что мы можем влиять. Вот, собственно, мы через... Аркадий, давай перейдем, наверное, да? Мы хотим пригласить еще Михаила Герасимова, нашего гостя из Владивостока, города Владивосток. Он является руководителем направления по развитию территорий и дальневосточной ипотеки. Корпорация развития Дальнего Востока. Да, он прилетел, он был на форуме, и мы провели что? Конкурс провели. В общем, в двух словах, это самый главный человек по дальневосточной ипотеке. Он решает, кому взять ипотеку. Кто хочет взять дальневосточную ипотеку, поднимите руки, а? Может, или давайте, кто взял ипотеку? По-любому же есть. Раз, два, три, 4, 5.
Кто-то не услышал. Ладно. Благодаря работам, да, вот вашей компании, у них очень много Корпорации. корпораций. Вчера вот на форуме было очень много интересных моментов, которые он рассказал, но он про это сегодня говорить не будет, просто в двух словах скажем. Да, друзья, добрый день. Представляю корпорацию развития Дальнего Востока Арктики. Спасибо вот коллегам за возможность сказать приветственное слово. В целом спасибо Ивану и Аркадию за такую классную работу, которую они проводят. Вчера мы провели форум, участвовали, значит, дискутировали, хорошо не поругались, но пришли к единому мнению, что ИЖСу быть в Якутии и инфраструктуре, которая подводящая для ИЖС, тоже быть. Вот, над этим будем совместно работать. В целом, хочу сказать, что корпорация поддерживает вот все такие мероприятия, связанные с развитием и комплексной застройки многоквартирными домами, и индивидуальной застройки. Вот. Мы, значит, продвигаем, как вы знаете, программу «Дальневосточная ипотека», вводим новые категории, значит, улучшаем условия для наших заемщиков, для наших граждан, для того, чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия. Вот. Еще раз, ребят, вам спасибо большое. Надеюсь на дальнейшую работу совместно. Спасибо. Вчера вот я от Михаила узнал, что Якутия по строительству на первом месте, да? Да. По строительству именно по дальневосточной ипотеке мы на первом месте. Поэтому Давайте поаплодируем. Мы впереди планеты всей под названием Якутия Владивосток. строит больше всех домов. Соответственно, должны быть самые лучшие проекты. И в этом конкурсе сейчас покажем. Да, сейчас надо вывести на экран работу, которая стала победителем. Этот конкурс был у нас первый такой, поэтому участников, к сожалению, не так много было. Поэтому... Не, ну почти 10, это нормально. Нормально, Ну, для первого раза, да. И мы в следующем году ожидаем больше участников, и, соответственно, призы будут намного круче и больше. В этом году у нас главный приз – это 50 тысяч рублей пиломатериалами от нашего спонсора «Диамантер». Наверное, все знаете компанию «Диамантер». Давайте поаплодируем нашему спонсору. Как-никак поддержали. В следующий раз вы можете стать поддержкой. И вот разработали вот такой, я уже говорил, разработали вот такой. Ну, на самом деле, может, Аркадий, мне кажется, не все слышали, вот чуть-чуть люди стали подходить, их стало больше. Можно вкратце еще раз сказать, что подготовили. Вот премия, она называется «Кот», по-якутски это дух в переводе, да? То есть у нас у якутов тов барга куттах, же куттах, вот куттах, алган куттах. Он это хадраван сахалы кыннах премия вот. Здесь очень много смысловой нагрузки. Это сделал народный наш мастер, скульптор Илья Павлов. Все знают его, наверное, как Бендемет. Здесь идет, получается, рифмическая архитектура, то есть это Стоунхендж сваи, говорю, колонны, архитектурные колонны, символика архитектуры, и наша якутская вот церковь. Вот. И эту премию и главный приз у нас Получает команда, которая подала заявку на конкурс «Лучший проект жилого дома». Проект под названием «Адаптивный энергоэффективный дом». Авторы Николай Алексеев, архитектор, доцент кафедры архитектуры Инженерно-технического института СВФУ, и Арслан Сидоров, студент 4-го курса кафедры архитектуры ИТ СВФУ. Мы вас поздравляем, спасибо большое за ваше участие, за то, что вы делаете. Представили замечательный проект дома. Это очень круто, что новое поколение, это же студенты, да, совместно сделали, что наше будущее видит немножко все-таки по-другому, наше будущее, поэтому это очень хорошо, что выиграл именно студент. Для него это, надеюсь, будет очень сильным, первым таким
мотивационным, да, что он получил самый первый конкурс, который провел и приз получил. Ну, премия-то у нас первая. Не, ну для него. А может парень-то уже такой талантище, что и может всероссийские конкурсы выигрывал, да? Нет? Первый раз? Ага. Давайте мы услышим от них вкратце, что за дом такой они предлагают, и еще услышим экспертное мнение Михаила, он вчера тоже был в жюри. Да, в строительной компании тоже, может, прислушайтесь, возможно, этот проект. Добрый день, уважаемые гости, участники мероприятия. Ну, мы представляем вам адаптивный, энергоэффективный жилой дом. Почему адаптивный? Потому что он адаптируется на перемену климата. И принципиальная схема, планировочная схема этого дома, можно планировку показать. Мы оттолкнулись от традиций наших предков. Холодные, крайне холодные зимнее время и жаркое лето продиктовало наших предков, всегда жили наши два жилья у них было. Было зимнее жилье, кыстык, и летнее жилье, сайлы. И вот этот принцип, он в принципе продолжает до сих пор. Все равно люди, живя в квартире, стремятся иметь дачный участок, дачный дом. И на основе этого дома легло именно этот принцип. Вот теплый контур, отапливаемый контур жилого дома, всего лишь 6 метров на 6 метров. Вот сегодня газ дорожает, электричество дорожает, и многие люди, которые построили большие дома, они сейчас мечтают уменьшить тепловой контур, чтобы как-то сэкономить на потреблении. И вот посередине вот красным обозначена это жилищная зона, чисто жилая зона. В нем находится, значит, гостиная зона, столовая, кухонная зона, одна спальня и совмещенный санузел. С северной стороны он защищен каменным, мы назвали его техническим блоком. Это там находится гараж на одну машину и баня. Он построен из камня и имеет противопожарную дверь, жилую зону. И кроме этого, с восточной и западной стороны жилая зона прикрыта верандой и с правой стороны летним помещением. В летнем помещении находится простая печка дровяная. Вот эти летние помещения тоже не утепленные. И при наступлении теплой погоды, весной, в летнее время, можно натопить эту дровяную печку и создать микроклимат и расширить свои жилищные площади в летнее время. То есть в зимнее время мы максимально компактно уменьшаем потребление энергии. Второй уровень покажите, на второй уровень можно подняться. На втором уровне 2 спальные комнаты. Вот 2 спальные комнаты. Получается такой жилой дом для одной семьи. Это мама, папа и 2 детей. Вот, ну, среднестатистическая семья. Вот такое принципиальное архитектурно-планировочное решение мы, значит, предложили в этом доме. Я думаю, что жить в таком доме будет и экономично, очень тепло, и возможность расширить в теплое время года свои жилищные площади за счет летних помещений. Вот так. Давайте поаплодируем. Да. И прежде чем вручить, у Михаила спросим. Михаил на самом деле имеет опыт работы в бизнесе, именно в сфере ЖС. Они строили в Владивостоке еще там несколько десятков лет назад, можно так сказать. Да, коллеги, хотелось бы отметить проект победителя. Мы с экспертами, в принципе, сошлись во мнении, что они достигли такой золотой середины между энергоэффективностью, новизной проекта, да, и архитектурной части, и материалы интересные, и реализуемостью проекта. То есть у нас один из критериев был это именно реализуемость, потому что некоторые проекты были вроде и интересные, но вот с реализуемостью их в реальных условиях, в реальной жизни были проблемы.
Поэтому значит, мы с экспертами, мне кажется, совершенно справедливо приняли решение, что вот этот проект нужно отметить. Вот. И я, ребят, поздравляю, спасибо вам большое за вашу работу. Тогда нужно музыку, фанфара и вручение. Победитель конкурса «Лучший проект жилого дома» команда из Северо-Восточного федерального университета. Получили приз и статуэтку, премию, приз от компании «Диамантер» на сумму 50 тысяч рублей, на которые они могут получить пиломатериалы. Поздравляем! Хотим поблагодарить организаторов хорошего такого интересного мероприятия, которое имеет очень хорошее будущее, я так скажу, потому что частный дом построить желают все, и как будто это с одной стороны очень просто, но с другой стороны это достаточно очень сложно построить хороший, энергоэффективный и хороший дом. Достаточно сложно, поэтому обращайтесь к профессионалам, они вам помогут всегда построить нормальное жилье. Спасибо. Да, будет справедливым отметить, будет справедливым также отметить второй проект все-таки, потому что мы, когда смотрели как по результатам оценки, да, вот по бальной системе, ну и в целом по проработанности, была заявка от компании «Насел Информа». Они спроектировали жилые дома очень качественно и очень реально, но здесь больше, ну, несколько, конечно, критериев повлияли, да, и самое основное — функциональность. То есть ваше предложение, оно не типовое, скажем так, а здесь много продумано с точки зрения того, какие функции должен иметь дом. И здесь вы как бы были выше их, да, и еще то, что у вас энергоэффективный, действительно это очень важно в условиях нашей республики. Вот. В общем, мы приглашаем вас, уважаемые строители, компании, проектанты, архитекторы, тоже участвовать, предлагать свои проекты домов на следующем конкурсе. Мы рассчитываем, что появятся очень передовые, прогрессивные решения. В общем, давайте вместе развивать индустрию частного домостроения и комплексно, продуманно строить, застраивать территории. Ну и в целом вообще всю индустрию строительства нашей республики. Я от себя хотел сказать, да, вот вообще тоже со строительством постоянно работаю, сотрудничаю. И хотел бы вот для людей, которые говорят, ну у нас есть такое, да, вот, да я сам построю, типа, что я всю жизнь строил и сам могу построить. У меня родственники строят, помогают, друзья. Если вы даже сами строите, да, вам не помешает проконсультироваться или хотя бы заказать проект дома. Если есть проект дома, то можно ну, дом нормально построить. Поэтому все-таки вот работа архитекторов, да, все-таки 6 лет учатся. 6 лет учатся люди, как бы там. И это все должно не просто же так. То есть мы архитекторы, проектировщики, строители, инженеры, мы должны работать сообща. Только тогда мы сможем улучшить именно индустрию строительства. На этом все. Спасибо. Спасибо. На этом все. На этом наша официальная часть заканчивается. У нас ярмарка будет проходить с 10 до 6. Сегодня и завтра тоже будет. Все, которые не пришли, вот говорю в телевидении, приходите завтра или сегодня до 6 вечера, успевайте.